2013 году Государственной филармонии Якутии было присвоено имя первой женщины-дирижера на якутской земле, заслуженного деятеля искусств, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки ЯССР Галины Кривошапко. В этом году, 17 июня, Галине Михайловне исполняется 105 лет. Галина Михайловна Кривошапко – легенда, целая эпоха в якутском музыкальном искусстве. Начиная с 40-х годов, вот уже до 2000-х, она была и оставалась одним из самых профессиональных музыкантов нашего региона. Личность очень сильная, волевая и яркая. Пережив очень тяжелую болезнь, она стойко перенесла ее, и не только стойко перенесла, но еще и прожила долгую, очень счастливую жизнь. Очень сильный характер, остра и точна на язык. В какой-то степени мы даже ее немножко побаивались. Строгая и бескомпромиссная. Например, как председатель экзаменационной комиссии, она была незаменима. Доброжелательно, спокойно, внимательно, но в то же время очень к деталям, как бы дотошно до деталей, и старалась довести все до точного ответа. Но, конечно, самая главная ипостась Галины Михайловны – это музыкант. Начиная с 40-х годов, когда у нас только зарождалась якутская профессиональная музыка, она была у истоков ее создания. Она знала Жиркова, она знала Григоряна, она знала всех последующих композиторов. Очень смело бралась за разные проекты, например, симфонии Чайковского, симфонии Бетховена, концерты Бетховенова, концерт Рахманинова и так далее. Что касается якутской музыки, то это, как сейчас говорится, даже не обсуждалось. Появилась увертюра Берестова, она исполняется. Появилась сказка Захара Степанова симфоническая, она исполняется оркестром Галины Михайловны. Появилась, допустим, импровизация для хомуса симфонического оркестра, и тут же сразу все исполнялось. Ее литературная, музыкальная, просветительская деятельность, она очень рано поняла, что история, вот, которая начинается на ее глазах, она должна вписаться в страницу, то есть она должна быть запечатленной. Поэтому все начинания якутских музыкантов и композиторов она старалась фиксировать. Так появился университет музыкальной культуры. Он был создан для студентов, но к нему приобщались, конечно, все культурные люди, образованные люди, слушали ее лекции. Говорила она замечательно, и звучала музыка. И ее литературное наследие – это несколько книг. Среди них я бы выделила первую «Музыкальная культура якутского народа». Это первое описание
произведения якутских композиторов и даже описание народного творчества. Причем там упоминаются такие музыканты, как, например, Гамбург, Летинский, Салиман Владимиров, с которыми она была лично знакома, но они не приезжали в Якутию. Это из той плеяды композиторов, которые писали на якутскую тему. На ее глазах формировался отряд композиторов. Захар Степанов, Владимир Ксенофонтов, Кирилл Герасимов, которому она передала потом бразды правления своим оркестром, Полина Иванова и очень много других молодых авторов и исполнителей. Она всегда радовалась их появлению. С сентября 1991 года я начал работать с Галиной Михайловной вместе. И дирижировали оркестром. Галина Михайловна была главным дирижером оркестра. Долгое время по радио прямой эфир. Каждую среду мы выходили, потом прямой эфир, и нам уделялось 50 минут эфирного времени. Вот, оркестр много проводил работу по исполнению произведений якутских авторов. И Галина Михайловна была из тех людей, которые продвигали творчество якутских композиторов. Она была, к сожалению, первым исполнителем произведений для симфонического оркестра, которые появлялись в то или иное время. Галина Михайловна была очень таким большим просветителем. Она обладала большими знаниями, и вот к открытому эфиру она готовила материалы и всегда вела беседу по предстоящему исполнению того или иного автора, той или иной музыки. И когда она тоже делала вступительное слово перед концертами, она тоже притом она очень умела подать материал, и ее всегда было очень интересно слушать. Мне выпала честь под ее руководством исполнять очень интересные оперные партии или фрагменты из опер, премьерные песни наших композиторов или произведения из ораторий, из кантат. Моя творческая жизнь, как-то работа в театре, работа с гастрольными поездками сочетала на мое счастье. Благодаря Галине Михайловне я всегда имела такое интересное творческое содружество с оркестром, симфоническим оркестром, за что я очень благодарна. До сих пор я помню, люблю. Галина Михайловна, конечно, это фундамент. Для развития музыкального искусства она много сделала. Она все лет 60, 70, наверное, может, около 70 лет посвятила именно на развитие, много работала для развития музыкальной культуры, музыкального искусства нашей республики. Поэтому якутяне в разных концах нашей необъятной родины Якутии
имели возможность раньше слушать благодаря радиовещанию ее лекции замечательные, да. Она замечательный пропагандист именно русской, классической, зарубежной, советской, якутской классической музыки. И ее лекторий, в общем, слушали с удовольствием и с желанием, с ожиданием ее лекторий по радио. И мы, конечно, якутяне, ее помним, уважаем, преклоняемся. И сейчас имеется филармония, уже функционирует, Государственная филармония имени Галины Михайловны Кривошапко в честь и в знак уважения. И филармония, которая интересно работает. И не зря, в общем-то, филармония звучит. И в филармонии приезжают маститые мастера музыкальной сцены и музыканты. Выступают и радуют нас своим искусством. Галина Михайловна Кривошапко – это уникальнейшая личность с высочайшей культурой, с богатейшей эрудицией, с организаторскими способностями. В течение более полувека она определяла и направляла музыкальную культуру Якутии. Я проработал в оркестре у Галины Михайловны, с Галиной Михайловной более 20 лет, до открытия высшей школы музыки. Последующие 19 лет были не менее интересными в общении с Галиной Михайловной. Мы ее были близкими друзьями, и она для нас была, просто так сказать, второй мамой. И вот когда ей исполнилось 90 лет, я пригласил ее продирижировать. Я помню ее волнение. Больше 10 лет она не дирижировала. А как она волновалась, как она спрашивала, как ей идет ее костюм, концертное платье. И она вышла и очень хорошо продирижировала. Это есть незабываемый момент для нашей истории. Поэтому я считаю, что ее заслуги перед искусством Якутии неоценимы, и она вполне заслуживает, чтобы республика отметила ее заслуги, не забывала и отметила это памятником в городе или ее бюстом. Конечно, с Галиной Михайловной связаны самые светлые и добрые воспоминания. Во-первых, через свои телевизионные передачи, через свои рассказы о музыке и музыкантах она входила через голубой экран в каждый дом. Второе воспоминание у меня связано личное. Я, когда училась в Республиканской детской музыкальной школе у Инны Михайловны Упхоловой, у меня был опыт исполнения третьего фортепианного концерта Кабалевского с оркестром телевидения и радио под управлением Галины Михайловны. Конечно, это просто самое незабываемое впечатление, потому что я тогда вообще в первый раз увидела так близко дирижера,
в работе с оркестром. Я первый раз увидела, что оркестранты, когда приветствуют солиста, они ударяют своим смычком по пультам. Это, конечно, было здорово, и надо сказать, что Галина Михайловна уделяла очень большое внимание развитию вот именно юных музыкантов. Ну и когда открылась наша высшая школа музыки, Галина Михайловна всячески поддерживала, она была консультантом школы, она присутствовала на экзаменах, она была членом жюри международного конкурса «Скрипка Севера». Ну и, конечно, помогала всем, чем могла. Она передала свою нотную библиотеку, она передала свою фонотеку, поэтому вклад Галины Михайловны. Вообще она стояла, надо сказать, у истоков, потому что музыкальное учебное заведение просто так не появляется. Оно появляется, когда есть институции, есть музыкальные организации, есть в этом необходимость. И поэтому Галина Михайловна вот тот самый человек, который стоял у истоков высшего образования в сфере музыкального искусства. Конечно, вообще о таких людях, мне кажется, в искусстве говорят, что это человек ренессансного типа, потому что она сама музыкант, она сама создавала музыку, она блестящий организатор музыкальной жизни, она человек, который внес вклад в музыкальную науку, автор книг, да, и, конечно же, она большое внимание уделяла, как я сказала, развитию музыкального образования и талантливых детей. Вообще надо ценить, понимать глубоко вклад каждого человека в контексте его эпохи. И в этом плане Галина Михайловна – это большой миссионер, потому что фактически она изменила ситуацию в культурной жизни нашей республики. Она, вот, как я сказала, стояла у истоков многих учреждений культуры, прежде всего музыкальных. Она вообще изменила творческую, музыкальную жизнь нашей республики в корне. Это, конечно, еще требует действительно осмысления. Об этом надо писать, об этом надо изучать и архивы. И поэтому эта работа еще, мне кажется, по-настоящему оценить вклад Галины Михайловны можно только на основе действительно глубокого изучения всего ее творчества, всей ее деятельности, жизни и так далее. Открытие и деятельность симфонического оркестра на базе телевизионных студий это было распространено по всему Советскому Союзу, но Галина Михайловна, как человек, который имел прекрасную профессиональную базу, да, профессиональное музыкальное образование, она сразу вошла именно в специфику музыкальной культуры нашей республики и стала развивать именно не унифицируя, а пытаясь именно создать отличное по своему стилю, по своему характеру, то есть помогала созданию и популяризации музыки композиторов, якутских композиторов. Я знаю, что она содействовала вообще развитию музыкального творчества во всех отношениях. И поэтому оркестр действительно работал на развитие музыкального именно творчества, на творчество композиторов. Поэтому через ее руки именно проходили эти произведения и доходили до слушателя, как и должно быть. Мы можем говорить вообще о успешности музыкальной жизни, когда есть творец, композитор, когда есть исполнитель, в данном случае симфонический оркестр, да, во главе с Галиной Михайловной, и когда есть слушатель. И, конечно, когда есть оценка, музыковедческая оценка этого явления. Вот когда все эти компоненты есть, допустим, в республике, тогда мы можем говорить, у нас активная, насыщенная музыкальная жизнь. И в этом плане, конечно, Галина Михайловна удивительна, но она сочетала в себе эти все качества. И поэтому я говорю, что она в этом плане очень особенный, уникальный человек.
Галина Михайловна является одним из первых моих исполнителей моих симфонических крупных произведений и оратории, кантат, симфонические увертюры и так далее. Она исполнила в 1983 году зимой, исполнила она впервые поэму «Оду Манчары». Ну, Галина Михайловна меня учила, как оркестровать, как набрать тембр симфонического оркестра, ритм и так далее. В общем, она помогала мне в будущем, как писать симфоническую музыку. Галина Михайловна является одним из ведущих специалистов не только нашей страны, но и за рубежом, и передала своим ученикам и своим музыкантам очень много своих знаний, своего стиля дирижирования. Но она впервые исполнила якутские оперы. Исполнялись тогда 50-е годы, исполнялись на якутском языке. Даже исполнили Евгения Онегина, Олег Арахманин исполнили на якутском языке. И она является одним из организаторов доступных концертов для города и для всей нашей республики. Его инициатива до сих пор и организовалась эта государственная филармония. Она является одним из передовых людей Советского Союза и нашей республики. Галина Михайловна была еще и иконой стиля. Иконой стиля, как бы сейчас сказали. То есть всегда подтянуто, всегда очень элегантно. Краски, линии, воротнички, шарфики. Все это было безупречно. То есть она произвела впечатление идеальной женщины. Очень жаль, конечно, что ее нет с нами, но вот тот период, который прожила Галина Михайловна в республике, а это практически вся ее жизнь, он оставил громадный след. И очень отрадно, что сейчас филармония носит ее имя, и очень отрадно, что осталось ее наследие музыкальное и литературное. Спасибо вам, дорогие, все те, кто пришел сегодня сюда. Прошло столько времени, столько поколений. Вот мне природа или Бог дал столько времени для того, чтобы видеть, как прекрасна жизнь, какие чудные люди. Не надо говорить о том, что все плохо, все страшно. Плохо и страшно всегда было и всегда будет, но оно рядом с прекрасным, рядом с искусством, которое утешает, которое вдохновляет, которое заставляет любить людей, любить свою родину, любить людей. Это самое главное – жить в мире и в добром согласии.